Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. С 1 по 4 апреля в Якутске прошли вторые открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева. Чтения направлены на выявление и поддержку талантливой молодежи, призваны способствовать популяризации истории отечественной космонавтики, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Сегодня у нас в студии гости вторых межрегиональных юношеских научных чтений Ольга Тушавина, директор 6-го аэрокосмического института Московского авиационного института, кандидат технических наук, доцент Московского авиационного института. Ольга Валерьяновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы были свидетелем первых королевских чтений, приехали и в этот раз. Поделитесь своими впечатлениями от вторых открытых межрегиональных юношеских научных чтениях. Ну, Кристина, должна сразу сказать, что меня вторые юношеские чтения поразили. Почему? Потому что в прошлом году понятно было, что это были первые чтения, это было открытие, да, это было все очень торжественно. И как часто бывает, что на этой торжественности все и заканчивается. Но в этом году меня очень порадовало, что чтения шагнули просто семимильными шагами. Большое количество участников, потрясающие проекты, очень серьезная организация, серьезные эксперты. Поэтому все это не может не радовать. И, конечно, очень приятно, что в Якутии вот такой вот фундаментальный, я бы сказала, подход сегодня к аэрокосмическому образованию. А какие проекты участников вам запомнились? Ну, в первую очередь мне запомнились проекты по дистанционному зондированию Земли. Проекты очень актуальные, проекты привязаны непосредственно уже к каким-то реальным регионам, проекты, которые имеют практическую значимость. И очень интересные проекты, это секция впервые вот на этих королевских чтениях, это медико-биологические, все, что связано с медико-биологическими проблемами, с пребыванием человека в экстремальных условиях. И это очень интересно. И интересно еще тем, что, смотрите, у нас только второй год проходит чтение в Якутии, но уже плюс одна новая секция. Теперь конкретно о вашем институте. Расскажите про основные направления и специальности 6-го аэрокосмического института Московского авиационного института. Ну, у нас особый институт. Особый почему? Потому что мы единственные в Российской Федерации, кто готовит специалистов в области ракетно-космической техники по всему жизненному циклу. Что это значит? А это значит, что у нас есть свои, так сказать, свои студенты, свои будущие специалисты, которые занимаются проектированием, производством, испытанием, эксплуатацией ракетно-космической техники. Мы единственные в Российской Федерации, кто готовит специалистов по системам жизнеобеспечения космонавтов. Ну и, конечно, еще магистерские программы, которые привязаны непосредственно к реальным, скажем, задачам сегодня, которые стоят в области космоса, в области аэрокосмоса. В частности, сегодня у нас две группы магистров на первом и втором курсе, которые учатся по совместной программе с Центром подготовки космонавтов. Поэтому особенностью, еще раз повторяю, нашего аэрокосмического института является то, что мы готовим специалистов, которые способны решать любые задачи в области космоса. А по какому направлению ваш институт сотрудничает с Якутией? Ну, в первую очередь, это, ну, скажем так, это вот какие-то проведение каких-то конференций, да, вот мы начали со школьников пока с Якутии. Это подготовка специалистов для Якутии, хотя, к сожалению, пока ребят немного у нас из Якутии учатся, но мы думаем, это дело будущего. И надеемся, что все-таки мы реализуем с Якутией очень интересный проект. Это совместный спутник, который будет решать задачи по дистанционному зондированию в интересах Якутии. Обучаются ли у вас иностранные студенты? Конечно, конечно. Иностранных студентов у нас очень много. Ну, вот я сейчас так навскидку постараюсь сказать, наверное, порядка 150 человек у нас учатся в нашем институте.
безусловно, у иностранных студентов очень большой интерес к космосу, поскольку вот такого богатейшего опыта в освоении космического пространства, наверное, не имеет ни одна страна в мире, кроме Российской Федерации. Поэтому приезжают к нам учиться иностранные студенты. У нас есть программы как на русском языке для этих студентов, так и на английском языке. Едут с удовольствием к нам учиться. А как вы уже отметили, с Якутии не так много, да, студентов? К сожалению, пока не так много студентов. В университете у нас где-то порядка 17 человек, наверное, но 7 из них учатся у нас в Аэрокосмическом институте. Но на королевских чтениях мы уже обсуждали этот вопрос. Будем надеяться, что на следующий год Якутия закажет целевые места, и у нас будет ребята из Якутии учиться гораздо больше, и мы этому будем только рады, потому что ребята целеустремленные, ребята хорошо подготовленные, и, в общем-то, нам такие студенты нужны, да, и Якутии, я думаю, нужны будут такие специалисты. А в каком направлении будете развивать сотрудничество с Якутией? Ну, в первую очередь, в области подготовки специалистов, в области, хотелось бы, спутникостроения, в области дистанционного зондирования Земли. И я так думаю, что интересно было бы, конечно, привозить сюда ребят на практику, потому что вот те задачи, которые, скажем так, интересны для Якутии, даже в области народного хозяйства, наши специалисты у нас, потому что есть очень хорошие специалисты, например, по тепловым процессам, у нас есть хорошие специалисты, которые могут рассчитывать прочность конструкции в экстремальных условиях. Мне кажется, для Якутии это тоже было бы интересно. А с какими научными и учебными центрами вы сотрудничаете? Ну, я сегодня буду говорить только, давайте, про Российскую Федерацию, да. Конечно, в первую очередь это научные и учебные центры, которые у нас находятся под эгидой госкорпорации «Роскосмос». Это такие крупные, например, наши партнеры, как ЦНИИМАШ, как ЦИНКИ, как, например, МПО имени Лавочкина, РКК «Энергия». То есть практически все предприятия и все научные центры госкорпорации «Роскосмос», все наши давнишние и серьезные партнеры. А есть ли подобные мероприятия, вот как королевские чтения, в других регионах России? Да, мы мы были участниками таких мероприятий, например, в городе Троицк. Вот в феврале я была приглашена на аналогичное предприятие в город Верхняя Пышма. В Московском авиационном институте мы также проводим гагаринские чтения, мы проводим неделю космических технологий. Таких аналогичных мероприятий проводится достаточно много. В общем-то, это необходимо сегодня для того, чтобы развивать у молодежи вот те творческие способности, те, скажем, проекты, помогать им реализовывать те проекты, ну и на будущее готовить себе, конечно, хороших студентов, хороших в дальнейшем специалистов. А насколько перспективно вот ребятам выбирать такую профессию? Ну, я считаю, что космос – это всегда было перспективно, потому что в космосе каждый может себя найти, каждый может себя проявить. Как я уже сказала, начиная от каких-то конструкторских, проектных разработок, плюс космической медицины, все, что связано с системами жизнеобеспечения, плюс это и экологическая безопасность, плюс, пожалуйста, у нас готовят специалистов и лингвисты у нас есть, но это, правда, не в нашем институте, у нас отдельный институт есть в университете, у нас есть специалисты по связям с общественностью. Поэтому космос настолько безграничен, что он никого не ограничивает в творческих способностях и в стремлениях к познанию. И каждый, поверьте мне, если ему это интересно, если он хочет, найдет свое достойное место в космосе. Ну и, конечно, следует отметить, что мы лидеры, у нас 23 выпускника, но сейчас уже больше 25 наших выпускников побывали в космосе. Это настоящие герои, это летчики-космонавты. 2 наших аспиранта сейчас трудятся на МКС. Поэтому, пожалуйста, вот через МАИ прямая дорога в космос. Ольга Валерьяновна, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы и пришли к нам в студию. Спасибо вам за интерес к нашему университету. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.